Сардечна вітаем вас, паважаныя гости, на бале ўсіх святых, які мы правядзём разом со святым Вінцэнтам де Поль. Сегодня мы збираемся тут для погружения в эпоху и дух великодушности, каб ушанаваць память тых, кто заступается за нас на нябёсах и вядзе нас по дороге добродейности. Няхай ваше сердце наполнит святло и ласка, а гэты вечер стане выдатным моментом, калі гісторыя и вера пераплятаются в гармонии. У добрый шлях светлые души. А каб мы плённа перажылі гэты час, попросім Пана Бога аб дапамозе, як адна Божая сям'я помолимся разом. У імя Отца и Сына и Духа Святого. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди благодатство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Аминь. Усе святые Божие, Молись за нас. Святость Отца Вінцэнта, як і святость кожного з нас, повинна була пройти довгий шлях до Бога. Сила, яка виникала з Його святості, дозволяла Йому день за днем отважно открывать свое сердце на деяние Святого Духа. Вінцэнт народился в 1581 году у Франции, недалеко от Акса. Был третьим з великой семьи, где выховывалось 6 детей. Семья была вельми любящая, это была селянская семья. Его батьки привели ему живую веру. Вінцэнт был вельми разумным и рухливым хлопчиком. Маючи падтрымку сям'і, ён спадзяваўся, што дзякуючы адукацыі і дзякуючы святарству у яго будзе добрае жыццё. Спачатку ён адправіўся ў Дакс, потым у Тулузу. Каб фінансаваць вучобу, сям'я прадала частку сваёй маёмасці, пару валоў, гэта было вельмі значна. Вінцэнт таксама імкнуўся пакрыць частку выдаткаў на адукацыю. І ў 1600 годзе ва ўзросце ўсяго 19 гадоў ён быў пасвечаны ў святары. Вінцэнт постоянно был у руху, подобно до сучаснага бизнесмена, с той только разницей, что он подорожничал не на машине, а на коні. З самого початку Вінцэнт был святаром по покликанні, але ён прагнуў выкарыстаць яго, каб атрымаць сумленную пасаду. І ён марыў про кар'еру, якая дазволіць яму забяспечыць сваіх бедных сваякоў. У 1610 годзе ён апынуўся пры каралеўскім двары у якасці капелана і раздатчыка міласціны каралевы Марго, першай жонкі караля Генрыха IV. Наступныя 3-4 гады былі перыядам сумневу яго веры і цёмнай ночы душы для Вінцэнта. Ён зноў адкрыў сваю сувязь з Богом, калі вырашыў прысвяціць сваё жыццё бедным з любов'ю да Езуса Хрыста. У 1612 годзе ён пачаў служыць у доме сям'і де Гонді, уплывовай сям'і ў французскім каралеўстве. Спадар де Гонді займаў пасаду генерала Галер, а яго жонка кіравала маёнткам. Вінцэнт стаў выхавацелем іх дзяцей і духоўным кіраўніком спадарыні де Гонді. 1617 год стал поворотным у жыцці Отца Вінцэнта. Давайте послухаем, як ён гэта сам распавядае. Однажды в январе 1617 года я был в замке Фальвиль. Меня вызвали из далекой деревни, потому что умирающий крестьянин хотел меня видеть. По приезду я немедленно бросился к его постели, чтобы выслушать исповедь. Крестьянин печально прочитал молитву и начал исповедоваться в грехах, которых никогда раньше не исповедовался. И именно в этот последний миг я ощутил сильное чувство. Благодать Божья полностью наполнила его сердце. И крестьянин тоже ощутил прикосновение к этой благодати.
Его наполнила безграничная радость. Сожаления всей жизни исчезли, и он вздохнул с облегчением. Крестьянин из Фальвиля умер через неделю. Вдохновленные этим случаем, мы с госпожой Деганди нашли способ помочь многим потенциально несчастным людям. И вот, начиная с той среды 25 января, в праздник обращения святого Павла в Фальвиле, я взошел на кафедру и говорил об исповеди. Передо мной были смиренные люди. Я проповедовал с ясностью и силой, и мои слова наставляли, трогали и увлекали. Те, кто просил об исповеди, были неисчислимой толпой. Это было откровение, свет озарил мою ночь. Тогда я понял, что это моя миссия. Это Божья воля для меня – нести Евангелие бедным, простыми словами и от всего сердца. Также во время той первой миссии мы обнаружили, что несколько священников, пришедших помочь нам с исповедью, не знали слов отпущения грехов. Теперь в моем уме и сердце прояснились два важных момента. Духовная нищета человечества, утратившего Евангелие, и неподготовленность духовенства, не знавшего, как подойти к бедным и передать им радость Божью, Его милосердие, Его благодать. Так провидение Божие указало мне, каким должен быть мой вклад в великое дело, которому меня вел Бог, евангелизацию бедных и формацию духовенства. Бог кожного з нас ставить на отповедное место и отповедный час, как здійснить свои планы. Продуктов испортились бы уже на следующий день. А затем, 3 дня спустя, в среду, 23 августа, я собрал группу женщин и призвал их создать ассоциацию для помощи больным беднякам деревни. Они обещали по очереди нести службу. Так родилась первая благотворительная ассоциация. Як добре, що святий Вінцент був відкритий на Божі справи і мав гаряче серце, щоб запалювати так само інших людей на добрі справи. А тепер давайте встанемо ще разочок і всі разом потанцюємо. Я возьму с неба любви чуть-чуть и на землю ее принесу. И будет сиять, 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 и будет сиять любовь моя. И будет сиять, 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 и будет сиять любовь моя. Ты возьмешь с неба любви чуть-чуть и на землю ее принесешь. Ты возьмешь с неба любви чуть-чуть и на землю ее принесешь. И будет сиять, 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 и будет сиять любовь твоя. И будет сиять, 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 и будет сиять любовь твоя. С кем мы сегодня знакомимся? Святый Винсент де Поль. Добро, послухаем, что было далее. В жизни мне выпало много даров. Одним из самых драгоценных, несомненно, стала встреча с Луизой де Мариляк. Луиза была молодой вдовой, сдержанной, несколько щепетильной, на себе испытавшей суровую жизнь.
С годами у меня появилась возможность глубже проникнуть в ее богатую личность. Она обладала глубокой и искренней верой, благоразумием даже в разговоре с женщинами, прекрасным чувством организованности, точностью и умением составлять правила. И более того, она посещала бедных, заботилась о больных, преподавала катехезис, настоящее творение рук Божьих. Однажды в 1630 году я встретил крестьянскую девушку, отмеченную незримым прикосновением благодати. Ее звали Маргарита. Маргарита Назо. После Маргариты пришли другие девушки, которые хотели следовать ее примеру. Но той, кого Бог предназначил для воспитания и руководства этими молодыми женщинами, была Луиза. Быстро образовалась небольшая группа. Они собирались вместе, и их количество становилось все больше и больше. Любовь Христа, распятого, горела в их сердцах и подталкивала их к чему-то совершенно новому, к новому пути милосердия. Так, 29 ноября 1633 года родилась конгрегация дочерей милосердия. Что же они делали? Они приходили и уходили от Христа к братьям, от братьев ко Христу, с простотой, смирением и милосердием. Святый Винсент де Поль помер 27 вересня 1660 года, покинувши после себе светских людей, святаров, сестер милосердности, усю вінцентинську сім'ю. І перш за все, це дух любові, який горів у ягонному серці до бідних. У 1737 году Винсент де Поль был обвешчаны святым, а про 150 годов заступником усіх справ милосердности. Давайте разом заспеваем песню на честь святого Винсента де Поль. Тепер запрошаємо усіх наших святих піднятися на сцену, познайомитися і заспіваємо разом пісню, як мали, так і великі. Коли ласка, святые, коли ласка, подимайтеся. І так сушка, і худенький може бути святим, як і я.
і ти можеш бути святим, як і я, так і ти можеш бути святим. Святий любить Бога, життя йому не шкода. Любить ближнього, як себе самого. Святий любить Бога, життя йому не шкода. Любить ближнього, як себе самого. Як малий, так і великий може бути святим. І толстушка, і худенький може бути святим. Як і я, так і ти можеш бути святим. Як і я, так і ти можеш бути святим. На тварі святого усмішка завжди, так само святая, та веселий має. На тварі святого усмішка завжди, так само святая, та веселий має. Як малий, так і великий може бути святим. І толстушка, і худенький може бути святим. Як і я, так і ти можеш бути святим. Як і я, так і ти можеш бути святим. Цяпер прыйшоў час прадставіць, якія святыя прыбылі на гэты баль. Святая Адаса. Святая Мария. Святая Жасинта. Я святая Тереза. Да. Тереза родилась 28 марта 1515 года в Авиле в семье благородного дворянина. У Терезы была одна сестра и 7 братьев. К 12 годам у Терезы умерла мама, а отец ее и слышать не хотел о монастыре. Когда Терезе исполнилось 20 лет, она решилась на рискованный шаг. Она бежала из дома и пошла в монастырь, приняв при этом монашеское имя Тереза Иисусова. В первые годы в монастыре Тереза тяжело заболела. Ее отправили в отчий дом умирать, но она смогла побороть болезнь и вернулась снова в монастырь. Постепенно она превратилась из юной девушки в зрелую монахиню, вокруг которой сформировался круг людей, которые обращались к ней за советами, как в монастыре, так и за его пределами. Как описывалось позднее, Тереза написала много книг, духовных и мистических, в которых она рассказывала о явлениях Сына Божьего. Тереза Авильская вошла в историю как преобразовательница испанско-кармелитского монашества. Терезе пришлось долго бороться за то, чтобы основать свой монастырь по новому уставу, пока наконец она не добилась разрешения от папы Пия IV. Первый небольшой монастырь, в котором Тереза стала наставницей, появился в 1562 году в Авиле. В нем было 12 сестер, как и апостолов. Тереза Авильская прошла 5600 километров за всю свою жизнь по Испании. К моменту смерти уже было 16 таких монастырей, которые стали ядром новой ветви кармелитского монашества. В 1970 году была причислена папой Павлом VI к числу учителей церкви и стала первой женщиной, удостоенной этого титула. День ее памяти отмечается 15 октября. Ее похоронили в серебряном гробу, и чтобы до него добраться, нужно 10 ключей, которые распределены по группам и находятся у многих людей. Первые 3 открывают врата, другие 3 открывают гробницу, а остальные 4 открывают сам гроб.
Дякуємо за такий падраб'язний доклад про Святую Терезу Авільську. Так, а будь ласка, далі представляємося. Я апостол Петр. Апостол Петр. Я святая Елизавета Римовська. Я Анелка. Я святая Ганна, мать Девы Марии. Я святая Мария. Я святая Виола. Я святая Агата, я пам'ятаю за те, що не захотіла виходити за статного мужчину, і я хотіла стати з Єсусом. Я святый Мартин. Я мать Ипатинская. Я Максимилиан Николаевич. Я являюсь... Я являюсь святым наркозависимых, политических родителей и продвижение дальше жить. Я Канал Михаил. Святой Петр. Святая Катерина Сильвинская. Святая Вера. Я святая Нарцисса Вехесус, Мартилио и Мора. Святая Нарцисса была... Она всю свою жизнь посвятила покаянию и служению бедным. Я святой Павел. Святой Павел изначально преследовал христиан, а потом сам стал христианином. Я святий Карл Акутіс. Його зробили святим зовсім недавно. Ян Павел II помер у 2007. Я святий Ян Открижа, духовний брат от Святої Терези Авільської. Чау. Ось, жив у 16 стагоддзі і разом зі Святою Терезою Авільською реформував орден кармелітаў босых. Это было у Іспанії. Ось, вёў вельмі аскетычнае жыццё. І таксама ўжо ў наступным годзе будзем адзначаць 400 гадоў, як яго абвесцілі святым, і 100 гадоў, як абвесцілі доктарам касцёла. З'яўляецца духоўным бацькам таксама ордена кармелітаў босых. Блаженная Джанна Беретта Молот. И она была католической святой. И она работала детским педиатром. И лечила хворых. Мать 4 детей, якая умерла в 39 годов. Пожертвовала своей жизнью ради своих детей. Усі представляться, хто на сцені? Да, я так само хочу представиться. Я святая сестра Фаустина з Польщі, яка жила у 20 стагоддзі. І коли я була сестрою у монастирі, до яе прийшов, об'явився їй Єсус і сказав намалювати так само образ Єсуса Милосердного. Яна розмовляла з Єсусом, була таким апостолом Божої милосердності для всього світу, переказувала гэтую самую важную рису Бога, Його милосердність.
що Бог пробачає кожному грішнику, хто кається і приходить до Його. Дякуємо. А тепер кожен отримає так само таку пам'ятку з бали святих зі святим Вінсентом. Ще у нас буде вікторина і бачимо, солодкості там нас чекають, але перед тим, як вже так розслабимося, то хочу подякувати вельми, перш за все, нашій сестрі Тетяні любимой, так само батькам, молоді, всім аніматорам, всім діткам, усім, хто спричинився до організації нашого сьогоднішнього свята, усім, хто обрадувався сьогодні пригоже, дітки молодці, чудовно, всі на десятку справилися, ганаримося вами і дякую так само ось батькам за ваш клопот про діток. Тому дякуємо всім за все, за вашу тяжку працю, сестра, супер, супер, буде похлопаємо, сестрі і всім організаторам. Желаем усім святості, щоб усі ми дійшли до святості. Кожен своєю неповторною дорогою, але йдемо до Пана Бога, а наші заступники нехай нам у цьому допомагають. Да, так само запрошую всіх, хто спричинився до організації, наших батьків сюди уперед. І да-да-да, зробив фото якраз супольне, але так само, да, усіх, хто молодь, хто спричинився, як справді фестиваль був, бо я тут нічого сама б не зробила, це батьки, молодь. Коли ласка, уже розпочинає, передаємо один одному, передаємо. На другий бок передаем. Ой, чудовно. Так. Скажите, як вас зовут? Алла. Алла, теперь у вас есть махчимость выбрать один из 14 мишеней. И там будет легкое пытание. Могу такий подсказку зробити, що яно по мірі тяжкості испытаний. То есть починається саме легкий, потім тяжи. Другое. Дима, давай. 7. У якої впливової сім'ї у французькому королівстві служив святий Вінсент як вихователь дітей і духовний керівник? Фамілія цієї сім'ї. Дегонці. Як вас зовуть? Ні, там передайте, коли ласка, назад. П'ятий номерочок. У яким стагодді жив святий Вінсент? 16-й, перша полова 17-го. Добре, витягуйте номерочок на приз і далі.
Што прадалі бацькі святого Вінцэнта, каб аплаціць яму вучобу? Вало, і гэта правільны адказ. Так, едем далей. Туди, Камчатка, там не Катаем жирафика. Ваш номер? 8. Один нужно было. Які год у житті Вінцента став поворотним у його житті? Гэта цяжка. Ну, гэта 17 стагоддзе, мы ўжо вырашылі. Назовіце год. Едем далей з жирафіком на гэтай пытанне будем шукаць. Каго ён сабраў каля сябе? Группу женщин. Группу женщин. У 30-м году пришла до Винсента, как служить бедным. Маргарита Назов. Аня. Ну, поглядим. 12. Каго святы Вінцэнт убачыў на ролю той, хто будзе выхоўваць і кіраваць дзяўчатамі, якія хочуць прысвяціць сваё жыццё Богу і служыць бедным. Як звалі гэту жанчыну? Луіза! Луиза де Мария. Давайте, ребята, 14 надо вам брать. 29 листопада 1633 года повстала новая конгрегация у костёля. Як называется? Правильно, сёстры милосердности святого Вінцента де Поль. І апошнє питання буде. Маша, это самое складанное питание, може, оно не самое складанное. Заступником чого з'являється святий Вінцент де Поль? Заступником бедных, і усіх справ яких? Правильно, діти, і усіх справ милосердності. Браво для усіх! Кричиш ти, і Господь чує тебе. У беде не покине он, Господь твой. Кличеш ти, і Господь чує. Кричиш ти, і Господь чує тебе.